С наступлением короткого якутского лета у дорожников началась горячая пора. О том, какие планы поставлены на текущий год, что в республике будет достроено и реконструировано, мы поговорим с начальником управления дорог Вилюй Николаем Андреевым. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о планах на 2020 год по федеральным автомобильным дорогам Вилюй и Колыма. По федеральным автомобильным дорогам Вилюй и Колыма мы продолжаем реализацию федеральной программы Российской Федерации развития транспортной системы. Ежегодно мы планово идем на приведение в нормативное состояние участков двух федеральных дорог в нормативное состояние. На 2020 год у нас программа состоит порядка больше 10 миллиардов рублей. Из них в планах строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений мы введем более 12 километров дорог третьей категории. По ремонтам автомобильных дорог у нас показатели будут 64 километра. И по капитальному ремонту тоже порядка 64 километра. В этом году всего 26 объектов введем. Из них по автодороге Вилюй это 19 объектов. И по автодороге Колыма по республике Саха-Якутия это 7 объектов мощностью 28 километров. Акцент у нас идет по Колыме, идем со стороны Нижней Бестяха в сторону села Чурапча капитальными ремонтами с капитальным типом покрытия. И по автодороге Вилюй это у нас тоже с асфальтобетоном. Работаем локально в Горном, Вилюйском, Нюрбинском и Сунтарских улусах. Ну, понятно, что работы очень много, а вот из всех объектов какие наиболее важные в этом году? Из всех объектов скажу, что мы введем в этом году 4 мостовых перехода. Из них 2 это малых моста, Сасар-Южах и Улахан-Мугур. Это что в Сунтарском районе. И 2 мостовых перехода это Тюкян, река Тюкян. Это граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов. И река Малая Батурия – это граница Сунтарского и Мильнинского района улусов. Здесь работы сейчас ведутся в полном объеме и в соответствии с графиком. Вот проблема с пандемией пока как бы не отражается на эти объекты. Надеемся, что мы эти объекты введем, планируем ввести в сентябре месяце. А вот кроме уже строящихся мостов, есть ли в планах этого года проектирование новых мостовых переходов? Да, есть у нас, как вы знаете, мы об этом тоже доводили до населения, что у нас мы в этом году отторговали проектно-изыскательские работы по строительству мостового перехода через реку Вилюй, 660 километр, это район села Верхневилюйск. Провели уже со льда изыскания, успели в марте-апреле подхода 22 километра. И сейчас уже начинаем приступать к проектированию самого мостового перехода. И также у нас по реке Алдан добились в этом году финансирования на обоснование инвестиций. И сейчас будем торговать данный объект на этот вид работ. Мостовой переход через реку Алдан тоже для республики, для федеральной автомобильной дороги Колыма является связующим участком от Якутска до Магадана. А если говорить о реконструкции, какие объекты будут в этом году? Если говорить о реконструкции, это касается федеральной автомобильной дороги Колыма. Это проблемные участки 662-692 километры, 30 километров протяженность участка. Это, если пользователи дорог знают,
под народным названием «За черным прижимом» называется в народе «Заячья петля». Вот сложный очень участок, прижимный участок к горе, перевал большой. И у нас участок за Уснерой, это так называемый Нерский прижим, это где река Нера прижимается к горе. Там тоже запланированы объекты реконструкции, мы их отторговали, и идет процедура сейчас заключения государственных контрактов. Ну, в Якутии сейчас реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Какова роль управления дорог Вилюй в реализации этого проекта? В реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» роль федеральных управлений дорог Вилюй и Лена – это контроль за целевым и качественным расходованием бюджетных средств, так как вы знаете, что проект реализуется второй год, и он будет реализовываться по 2024 год. И поэтому Министерством транспорта Российской Федерации нас определили контролировать качественное и целевое использование. Я сразу хочу сказать, что мы эту работу начали в прошлом году. В этом году сейчас комиссия выезжала по городскому округу, город Якутск, по гарантийным участкам. Очень много замечаний. Замечания, конечно, в основном, в первую очередь, касается это проведения строительно-монтажных работ и качества проектной документации. Разработка качественной проектной документации. И не все моменты, не все коммуникации отражаются, к сожалению, при разработке проектной документации, на что мы обратили внимание и свое заключение довели до правительства республики, до руководства города Якутска, и по ним отрабатываем исполнение вот этих проектов. Все-таки, если говорить о безопасности дорожного движения, какие мероприятия проводятся на дорогах Вилюй и Колыма и какие только запланированы? Ну, у нас тоже мы ежегодно проводим работу по элементам обустройства дороги. Это начиная с дорожных знаков, с барьерных ограждений. И вот с прошлого года начали заниматься, вот уже, скажем, запроектировали и начали строительно-монтажные работы по уличному освещению. И в этом году у нас в планах и установка 6 километров барьерного ограждения на автодороге Колыма. У нас строительно-монтажные работы будут по уличному освещению транзитных населенных пунктов по автодороге Вилюй от Магарас горного района до села Хоро Верхневилюйского района. Дальше у нас Сунтарский район. Мы проходим тоже с уличным освещением. 25 у нас мы установили камер видеонаблюдения, которые фиксируют основной вид нарушения – это превышение скоростного режима, в результате которого очень много случаев дорожно-транспортных происшествий. Поэтому элементами обустройства в плановом порядке мы занимаемся. Очень надеемся, что эти меры повлияют и количество ДТП сократится. Николай Иванович, спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Я напомню, это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.